он окончил очное отделение химического факультета Национального университета Узбекистана. Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что до окончания еще вуза, с 2003 года, Ильнар Накипович работает в Институте химии, физики, полимеров Академии наук. И за это время своей трудовой деятельности он прошел от специалиста первой категории, будучи бакалавром, и уже являясь и аспирантом нашего института. За период научной своей деятельности им было опубликовано 14 публикаций, из них 7 научных статей и 7 тезисов на различных конференциях. Анализ списка работ Нургалиева показывает, что круг его научных интересов довольно постоянен и связан в первую очередь с исследованием структуры и свойств полимерных систем, анализа полученных результатов. Это позволило ему быть руководителем фонда гранта по фонду поддержки фундаментальных исследований в 2006-2007 годах. Как теоретик и исследователь он тоже является постоянно ищущим, познающим и работающим над собой молодым ученым. По публикации я могла бы перечислить. Они в журнале «Структурная химия», в журнале «Высокомолекулярное соединение», в Румынском химическом журнале, докладах Академии наук и Узбекском физическом журнале. Пожалуйста, вопросы есть? Нет. Манзур Махмуд, спасибо большое. Садитесь. Слово предоставляется искателю Нургалиеву Ильнару для оглашения основных положений диссертации. Пожалуйста, вам слово. Уважаемый председатель, уважаемые члены специализированного совета, разрешите представить вашему вниманию доклад по диссертационной работе. Одной из центральных проблем физики и физической химии полимеров является создание и расширение банка данных по химическим, физическим и физико-химическим свойствам как индивидуальных полимеров, так и их смесей, растворов и композиций. Необходимость такого банка определяется прежде всего нуждами полимерного материаловедения. Для расширения такого банка данных необходимы методы, которые позволяли бы на основе свойств уже исследованных систем предсказывать свойства еще не синтезированных полимеров и их систем. Для решения такой задачи компьютерное моделирование на основе методов Монте-Карло, молекулярной, броуновской динамики оказывается неэффективным. В органической химии для решения подобной задачи, для предсказания различных свойств, как низкомолекулярных соединений, широко используются методы исследований количественных соотношений структуры свойства, количественных соотношений структуры активности. Такие методы используют в качестве расчета дескрипторы. На данном слайде представлены основные этапы построения модели структуры свойства. В основе данного исследования состоит построение данного уравнения, где свойства, в принципе, это обычное уравнение, в котором рассматривается функциональная зависимость свойства от каких-либо чисел, в которых выступают молекулярные дескрипторы. Дескриптор — это число или набор чисел, которые характеризуют структуру соединения, то есть такое число, на основе которого можно рассчитать, на основе структуры соединения, которое можно рассчитать. Например, это молекулярный вес, число определенных атомов, групп связи. Вообще для проведения такого рода исследований собирают выборку из не менее чем 20 соединений химических. Далее эти соединения делят на две выборки, обучающие и контрольные. Для обучающей выборки известны экспериментальные данные по исследованному свойству, которые получены из литературы. Далее, на следующем этапе методами статистики устанавливается корреляция величин свойств для соединения обучающей выборки с дескрипторами, то есть рассчитываются дескрипторы обучающей выборки. И вот на основе данных дескрипторов получается так называемое КСПР-уравнение, на основе которого можно уже рассчитать искомые исследуемые учеными свойства. Например, вот здесь вот представлена температура стеклования, которая была получена в данной работе. Здесь видите, на основе дескриптора уже рассчитывается искомое свойство для структур контрольной выборки, для которых еще это экспериментальные данные, по которым неизвестно. То есть предсказание идет по структурам контрольной выборки. Все модели, которые получены нами, были охарактеризованы вот следующими характеристиками. То есть это число исследованных соединений выборки, коэффициент корреляции, характеризующий данную модель, также доверительное отклонение, коэффициент Фишера.
Разработан нами метод является гибридом аддитивной схемы и регрессионного анализа. В расчетах используются корреляционные веса. Это альтернативно аддитивным вкладом молекулярных фрагментов. Но под моделью определяется не сумма инкрементов всего химического соединения, а функциональная зависимость, корреляционная связь между дескриптором и свойством, что характерно для регрессионного анализа. Здесь вот представлены те структуры, примеры структур, которые на основе топологии графов мы переводим в молекулярный граф химическую структуру. Далее при помощи матрицы смежности или матрицы расстояния мы рассчитываем локальные инварианты, на основе которых мы уже рассчитываем сами дескрипторы. Далее на основе дескриптора мы уже строим, рассчитываем свойства, исследуемые свойства. Целью данной работы явилась разработка топологического КСПР-моделирования для прогнозирования физических свойств полимеров на основе анализа информации об их структуре с использованием оптимальных дескрипторов, основанных на статистических закономерностях, как теоретической основы для определения свойств целенаправленной синтеза полимеров. Задачи, которые были решены в данной работе, расчет оптимальных дескрипторов, рассчитанных при помощи оптимизации корреляционных весов локальных инвариантов графов, и кодов ближайшего соседства. В качестве локальных инвариантов нами были исследованы Моргановой степени, а также коды ближайшего соседства. Далее расчет оптимальных дескрипторов, рассчитанных при помощи оптимизации корреляционных весов локальных инвариантов для прогнозирования физических свойств исследуемых систем. Построение различных прогностических моделей в зависимости от использования дескрипторов. Следующее. Применение новой методики расчета для моделирования параметра Флори Хаггинса, нижней критической температуры смешения и характеристической вязкости двухкомпонентных систем полимерорастворителей. Ну и последнее. Сравнительный анализ моделей физических свойств, полученных с использованием оптимальных дескрипторов, рассчитанных на основе оптимизации, на основе молекулярных графов. С точки зрения статистических характеристик, а также влияние того или иного локального варианта на прогнозирующую способность модели. Результаты. Моделирование температуры циклования полиарелянцидов. Нами была исследована выборка из 68 структур полиарелянцидов. Это ряд инженерных термопластов, которые используются в инженерии. Нами была получена вот следующая модель. Был использован дескриптор, который описывал бы информацию молекулярного звена полимера. То есть нами далее в ходе расчета нами была получена следующая уравнение температуры стеклования, на основе которых мы прогнозировали уже значение температуры стеклования для контрольной выборки. Вот, на данной таблице представлены те статистические характеристики, на основе которых можно было оценить нашу модель. То есть коэффициент корреляции для обучающей выборки составил 0,94, для контрольной 0,92, что говорит о том, что модель очень хорошая. При этом наилучшие результаты были использованы при Моргановой степени второго порядка. На данном слайде представлены некоторые фрагменты тех макромолекул мономерных звеньев, которые мы на основе мономерных звеньев, которые мы рассчитываем. То есть здесь представлены также в зависимости от экспериментальных, рассчитанных структур для контрольной выборки. То есть здесь видно, что все точки ложатся примерно прямую, и видно, что из данного графика видно, что наша модель довольно-таки хорошая. Данные результаты были опубликованы в научном журнале. Сейчас, следующий. Спасибо. Следующим нашим этапом стало моделирование температуры плавления олигофениленов. Известно, что на температуру плавления это такая характеристика, которую очень сложно рассчитать теоретически, и она не всегда поддается расчетам. Поэтому нами было еще также интересно рассчитать данную характеристику, не используя не мономерное звено полимера, а полностью мы собирали полностью структуры олигомеров. Они были сходны по структуре, и в принципе длина молекулы была не очень большая, поэтому нами была исследована данная выборка. Выборка состояла из 19 структур. Модель представлена, температура плавления олигофениленов представлена на данном слайде. Также здесь представлена графика в зависимости от экспериментальных от рассчитанных значений. Также мы эту модель
делали статистический анализ и как видно из данной таблицы, наилучшие результаты получены при использовании органов соединения третьего порядка, где для обучающей выборки коэффициент корреляции составил 0,99%, а для контроля 0,98%. Мы также поменяли местами обучающие и контрольные выборки для проверки также нашей модели. Ну, что и выяснилось, в ходе расчета выяснилось, что коэффициент корреляции достаточно высокий как для обучающей выборки, так и для контрольной. Из литературы известно, что температуру плавления можно рассчитать, вот, исходя из данного уравнения. Мы провели расчет также этой характеристики вот, на основе данного уравнения и сделали обработку экспериментальных величин температуры плавления вот, в следующих координатах. И здесь вот видно, что коэффициент корреляции результаты полученных на основе данного уравнения не очень такие хорошие для ортолигофениленов, что говорит о том, что наша модель более лучше может быть использована для предсказания и расчета температуры плавления олигофенилена. Здесь вот ниже представлены также некоторые структуры исследуемых соединений. Следующим нашим этапом была проверка нашего разработанного дескриптора на низкомолекулярных соединениях. То есть это были низкомолекулярные растворители. Нам было интересно исследовать, посмотреть, насколько наша модель будет сопоставима с той моделью, которая получена в данной литературе. Здесь вот, в литературе также проводился такой же расчет коэффициента распределения актонного вода, но уже с использованием мощного программного пакета и множество дескрипторов, которые заложены в этот программный пакет. Выборка состояла из 138 структур. Гидрофобность представлена данное уравнение, на основе которого можно рассчитать параметры гидрофобности, представлены на слайде. Также мы провели оценку нашей модели, где коэффициент корреляции был получен, наибольший коэффициент корреляции был получен на основании локальных инвариантов кодов ближайшего соседа, который также разработан в Институте химии полимеров. Коэффициент корреляции для обучающей составил 0,99, для контроля также 0,99, что говорит о очень хорошей модели гидрофобности. Здесь вот представлен коэффициент корреляции тех значений, которые были взяты нами вот из данной статьи, в которой также проводился данный расчет. И видно здесь вот квадратный коэффициент корреляции у нас такие довольно-таки побольше, что говорит о том, что наша модель, можно сказать, что она более приемлема. Здесь вот представлены некоторые из тех низкомолекулярных соединений, которые были исследованы. Здесь вот видно, что все точки рассчитанных от экспериментальных значений параметры гидрофобности ложатся в прямую, это говорит о том, что данная модель очень хорошая. Алгоритм наших расчетов довольно-таки простой, не требует длительного машинного времени относительно тех расчетов, которые приведены в данной работе. Нами также были разработаны бинарные дескрипторы, на основе которых можно было оценить и прогнозировать свойства для двухкомпонентных систем полимерорастворителя или полимер. В данных дескрипторах учитывалась информация о строении как мономерного звена полимера, так и строением низкомолекулярного растворителя. Вот использованы данные два дескриптора. Второй дескриптор он рассчитывается для системы мономерных звеньев, то есть не одного, для системы мономерных звеньев. Вот. С помощью данного дескриптора мы хотели уже описать систему мономерных звеньев. Нами была исследована выборка, состоящая из 3 полимеров, представленных на данном слайде, в ряде растворителей, то есть выборка была довольно-таки большая. И в ходе расчетов нами была получена модель, которая характеризуется следующими коэффициентами корреляции соответственно, для обучающей для контрольной выборки, также для первого и для второго дескриптора. Коэффициент корреляции достаточно высокий, что говорит о применимости данных расчетов, данных дескрипторов в расчете параметров Лори-Хаггинса и бинарных систем полимерных растворителей. Здесь вот представлены те статистические характеристики, на основе которых мы
можем сказать о том, какой дескриптор и какие локальные варианты нами были более предпочтительны для расчетов параметров Лори Хаггинса, бинарных систем полимерных строителей. То есть при обучении, при использовании дескриптора 1 нами наилучшие результаты были получены для модульных степеней первого порядка, для дескриптора 2 модульных степеней второго порядка, для дескриптора 2 при замене обучающей на контрольную группу, при дескрипторе при нулевом порядке степени Моргана. На характеристики моделей, QSQR моделях влияет не только какое-либо свойство или сами структуры, но и также количество структур выборки, то есть зависит от того, какая структура выборка. Поэтому следующим нашим этапом было также моделирование параметров Лори Хаггинса, бинарных систем полимерных растворителей, но уже с увеличенным составом полимеров, исследованных полимеров, то есть здесь уже 7 полимеров были изучены в ряде растворителей. И нами также был использован такой вот модифицированный дескриптор, вот здесь вот U, 1, 2, то есть в степени активности. Модель, которая получена, параметр Лори Хаггинс, которая была получена, представлена здесь на слайде. Также статистические характеристики. Для обучающей это 0,98%, 0,98%, а для контроля также 0,98%, что говорит о применимости данного дескриптора уже для данных систем полимерных растворителей. Также для апробации нашего бинарного дескриптора нами были проведены расчеты для моделирования нижней критической температуры смешения ряда систем полимерных растворителей. То есть на основе тех же бинарных дескрипторов 1 и 2 нами были получены модели нижней критической температуры смешения, что при использовании дескриптора 1 коэффициент корреляции для контрольной выборки составил 0,94, для использования дескриптора 2 0,85. Что говорит также о применимости наших дескрипторов для моделирования нижней критической температуры смешения ряда систем полимерных растворителей. Следующим нашим этапом было моделирование характеристической вязкости ряда систем, тоже бинарных систем полимерных растворителей. Все экспериментальные данные были взяты из данной литературы, из данной книги, где в этой книге расчет характеристической вязкости проводился с использованием данного уравнения на основе экспериментальных данных. Мы провели расчеты. Наша модель показала себя не очень хорошо, так как видно, что коэффициент корреляции составил для контроля 0,7, но также для использования дескриптора 2 составил также 0,7. Но проведя расчет коэффициента корреляции для значений, полученных по данному уравнению и с нашими, как видно, здесь разница довольно-таки большая. При использовании данного уравнения коэффициент корреляции составил 0,3, а при использовании наших расчетов, нашего метода, коэффициент корреляции составил 0,5, что говорит, в принципе, о применимости наших дескрипторов для моделирования параметра характеристической вязкости систем полимерных растворителей. Следующий вопрос. Здесь вот представлены те графики, которые были графики зависимости экспериментальных от рассчитанных значений, полученных по данному уравнению, соответственно, и по расчетам, которые использовали мы на основе наших дескрипторов, разработанных дескрипторов. Видно здесь, что, в принципе, большая очень разбежка для корреляции экспериментальных рассчитанных значений. На основе проведенных исследований мы сделали следующие выводы. Первое. Разработана новая методика для проведения исследования структуры свойств на основе оптимальных дескрипторов, рассчитанных при помощи индексов связанности и кода ближайшего соседства для однокомпонентных систем. Второе. Проведено компьютерное моделирование температуры стеклования для полиамилен-оксидов по предлагаемой методике. На основе статистических данных анализа результатов показано, что модель описывающая температуру стеклования полиамилен-оксидов удовлетворительна с коэффициентом корреляции 0,92. Проведено компьютерное моделирование температуры плавления олигофениленов по предложенной методике. На основе также результатов статистики нами показано, что коэффициент корреляции составил 0,98.
Также проведено компьютерное моделирование коэффициента распределения октанового лада с помощью двух локальных инвариантов расширенной связности и кода ближайшего соседства. На основе анализа результатов организации показано, что модель с использованием кода ближайшего соседства отлично описывает параметры гидрофобности организмов с лучшими статистическими характеристиками. Разработан подход моделирования усвоен для двухкомпонентной системы, основанной на оптимизации бинарных дескрипторов для двух видов систем, мономер-растворитель. В результате моделирования по данному подходу параметров флорекодинции для 60 систем полимерорастворителей показывает, что корреляционная зависимость довольно-таки хорошая, составляет 0,99%. Компьютерный эксперимент по выявлению корреляционной зависимости нижней критической температуры смешения для 82 систем, состоящих из 8 полимеров и 47 низкомолекулярных растворителей на основе предлагаемого метода описывает данную модель неудовлетворительности с коэффициентом корреляции 0,88, что связано со спецификой взаимодействия соединенных систем полимерорастворителей. И последний компьютерный эксперимент по выявлению корреляционной зависимости характеристической вязкости для ряда систем полимерорастворителей на основе предлагаемого подхода с использованием также двух оптимальных дескрипторов показал, что данный дескриптор описывает характеристическую вязкость с коэффициентом корреляции 0,76, что заметно лучше, чем результат, полученный другими авторами. Полученные модели различных характеристик полимерных систем могут быть использованы для предсказания свыше широкого ряда одного и двухкомпонентных систем полимерорастворителей расчетным путем, что делает не обязательно проведение сложных и дорогостоящих, иногда просто технически трудоемких экспериментов. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Тоже доклад окончен. Пожалуйста, вопросы соискателю. У кого вопрос? Пожалуйста, профессор Акбаров. Да, скажи, пожалуйста, вот шестой вывод изучил нижней критической температуры смешения 47 8 полимеров, 47 низкомолекулярных растворителей, да? И коэффициент корреляции не удовлетворились, коэффициент 0,8863, то есть не удовлетворительный коэффициент. Нельзя ли было здесь некоторые растворители, которые специфически взаимодействуют с полимером, из ряда отделить и, может быть, тогда коэффициент корреляции более реальный? Спасибо за вопрос. Мы проводили исследования, мы варьировали количество обучающих, систем обучающих и контрольной рубрики, а также мы исключали те системы, для которых возможно специфическое взаимодействие между полимером и растворителем. Различные взаимодействия могут возникать в растворах. Но также были проведены расчеты, уже исключая данные системы. Коэффициент корреляции был заметно лучше, но мы этим и хотели показать, что наш дескриптор не всегда может описать не может описать тех взаимодействий, которые могут происходить в системах полимерорастворителей. То есть не существует такого универсального метода, который мог бы описать все системы и все свойства, и на основе которого можно моделировать все свойства полимера. Потом еще один вопрос по Витебранду. По Витебранду ты рассчитал параметр Агнеса, рассчитывается для смеси полимер, привел 9-ю формулу. А в твоих расчетах эти разработанные методы используются для системы полимер растворителей. А вот формула для смеси полимер. Формула Витебранда. Наш разработанный дескриптор, он описывал, для двухкомпонентных систем полимерорастворителя он вносит вся информацию как о мономерном звене макромолекул, так и о строении низкомолекулярного соединения. То есть можем рассчитывать такие свойства, которые характерны именно для двухкомпонентных систем полимерорастворителей или же систем полимер-полимера. То есть вместо низкомолекулярного растворителя мы можем включить в дескриптор информацию строения как мономерного звена одного полимера, так и второго полимера. На основе данного дескриптора мы и рассчитываем.
Пожалуйста, у кого есть еще вопросы? Пожалуйста, профессор Оксигенко. Ренат, значит, методы у тебя теоретической математической физики. Да. Свойства физические, объекты химические. Скажи, пожалуйста, вот методы теоретической физики, какие-нибудь теоремы в этой области доказаны? Вот в области топологического ПСПР моделирования. Тебе известно это? Нет, к сожалению. Таких строгих результатов. Строгих результатов нет. В мире используются довольно-таки, все исследования в данном направлении основаны на использовании мощных программных пакетов, которые уже разработаны в каких-то научных институтах, которые продаются за деньги, но каких-либо результатов по именно физических на основе Математических нет. Просто все эти дескрипторы, которые используются в данных расчетах, они рассчитываются математически, исходя из топологии. Да, нет, есть дескрипторы топологические, которые топологические дескрипторы на основе топологии. Есть различные, например, дескрипторы электронной структуры, квантово-химические дескрипторы, которые рассчитываются на основе других параметров молекул. Но в основном данные исследования проводятся для низкомолекулярных соединений, в основном это лекарственные соединения, в которых исследуется взаимосвязь структуры активных для поиска лекарственных соединений низкомолекулярных. Вот у нас выступала, как ведущая организация была девушка с биорганики, она вот Турабекова Махат, она исследовала именно биологическую активность тех соединений, которые выделены из растений, которые распространены в Узбекистане. Ну, а мы наш метод применили к полимерному окончанию. Еще вопрос, Пожалуйста, если можно. пожалуйста. Ты сказал такое вот оптимальное свойство, когда ты говорил, мы применили дескрипторы. А какие-то дескрипторы ты сам разрабатывал? Нами в И сколько? В нашем институте разработаны дескрипторы, то есть под руководством Торова Андрея Андреевича разработаны дескрипторы, на основе которых мы можем прогнозировать свойства как низкомолекулярных. Ты участвовал в разработке этих дескрипторов? Да. Мы проводили исследования, все результаты по каждой главе данной диссертационной работы есть статья, научная статья, научный журнал или Вот это важно, что ты сам разрабатывал дескриптор, а не только использовал. для однокомпонентных и для двухкомпонентных систем. Спасибо. Пожалуйста, профессор Тогда, Ашуров. Ильнар, скажите, пожалуйста, так популярно, критерии, то есть какие основные моменты при разработке дескрипторов? Например, да даже это безотносительно свойств или по отношению к какому-то конкретному. Как вы будете разрабатывать? Спасибо за вопрос. Ну, вот, как я уже говорил, наш метод основан, наш метод является гибридом аддитивной схемы и регрессионного анализа, то есть КСПР анализа. Тех каких-либо определенных задач мы перед собой не ставим, мы на основе дескриптора описываем структуру молекул через топологию самой молекулы. Но до конкретно каких-либо тех вот именно специфик, на основе которых можно создать дескриптор именно для какого-либо свойства, это уже дело также исследователя. Вот в мире очень много разрабатывается дескрипторов. Например, если, один дескриптор не может описать какое-либо свойство для полимерных или для низкомолекулярных соединений, ученые также занимаются разработкой дескриптора. То есть они в расчете данного дескриптора учитывают ту специфику строения соединения, в расчете они учитывают всю ту специфику, на основе которых можно было создать дескриптор и рассчитать. То есть по существу это топология молекулы, зависящая от числа атомов этой молекулы. Да, наш дескриптор в основном применяется, может быть применен к тем свойствам, которые зависят от строения мономерного звена полимера. Пожалуйста, у кого еще вопросы есть? Профессор Ибрагимова. В основных положениях наносимых на защиту второй пункт. Использование оптимальных дескрипторов для математического моделирования температуры, шиклования, плавления, параметров и так далее. Образование различного класса синтетических полимеров. Чтобы вам защитить такую формулировку, вы так
Вам нужно сейчас сказать, какую долю вы вот из этих перечисленных вы разработали сами или принимали участие, а какую долю вы использовали готовыми, потому что защищать использование вы не можете. Вам нужно использование таких-то позволило объяснить, то вот это вот, да? Вот это вот позволило объяснить, это вы можете защитить. Все те дескрипторы, Поняли, да? оптимальные дескрипторы, которые использованы в данной работе для всех тех исследованных свойств химических соединений, разработаны именно нами. Тогда В нужно данном писать институте. не использование, а разработка для... Ну, разработку я написал в первом пункте. Разработка... Тогда второй пункт не отличается от первого. Нет, Новизна состоит в разработке новой методики на основе оптимальных дескрипторов. А далее я написал на основе оптимальных дескрипторов. А уже следующее это были свойства, впервые полученные на основе данных. Так, пожалуйста, есть еще вопросы? Можно еще один? Да, пожалуйста, Вот, профессор. Эльнара, скажите, вот, в какой части вы видите развитие в плане введения при разработке дескрипторов каких-то особенностей, связанных, например, вот как сейчас здесь говорилось, например, взаимодействие? Например, для прогнозирования и расчета параметров флуорикатницы на основе данных расчетов мы можем составить фазовые диаграммы полимеров, мы можем на основе данных расчетов. То есть далее через расчеты нами также были те работы, которые не входили в данную диссертационную работу. Мы рассчитывали параметры растворимости различных полимеров, на основе которых уже можно далее строить фазовые диаграммы, найти критические значения температуры, нижней критической, например, температуры растворения или верхней критической температуры. Ну, данная работа вообще актуальна для полимерного материаловедения, то есть для тех систем, для которых не исследованы характеристики на основе экспериментов. То есть с помощью расчета мы можем предсказать данную характеристику. Так, пожалуйста, у кого есть вопросы? Слово предоставляем Манзуре Махмудовне для ознакомления вас с заключением организации и поступивших отзывов. Пожалуйста. В диссертационной работе от Нургалиева и Накиповича в личном деле, которое находится в распоряжении специализированного совета, имеются все необходимые протоколы. Я хотела бы огласить, как проходила апробация. Выписка с протокола номер 2 заседания Объединенного научного семинара лаборатории синтеза перспективных полимеров физики полимеров Института от 11 ноября 2009 года. В постановляющей части этого заседания отмечается, что по объему уровня актуальности этой работы отвечает требованиям ВАЗ, предъявляемых диссертациям на соискание ученой степени кандидата физмат наук, и рекомендуется ее дальнейшее заслушивание, обсуждение на последующих семинарах в Институте химии, физики полимеров. Выписка с протокола номер 4 заседания уже научного семинара института. Это произошло также в ноябре 2009 года. Также поддержаны рекомендации лаборатории и отмечено соответствие ее диссертационной работе требованиям и предложено заслушать и обсудить ее уже на научном семинаре при специализированном совете, который состоялся в марте 2010 года. Об этом имеется документ, выписка из протокола номер 5 заседания научного семинара при спецсовете. Данный семинар дает заключение о том, что диссертационная работа Нургалиева является завершенной работой по актуальности, новизне и значимости практически соответствует требованиям ВАК нашей республики. Предъявляем для диссертации на ученую степень кандидата физмат наук. В качестве ведущей организации рекомендован отдел циклофизики Академии наук Республики Узбекистан. В качестве официальных оппонентов предложены доктор физико-математических наук Тураева, заведующий лабораторией института, и кандидат физико-математических наук Сидоренко Олег Евгеньевич. Он является старшим научным сотрудником Воронежского университета. В личном деле соискателя имеется заключение экспертной комиссии и специализированного совета в составе Ашурова, докторов наук, физмат наук Абдурахмановой и Халмуминова в том, что диссертационная работа Нургалиева
отвечает требованиям, предъявляем, и поддержаны рекомендации научного семинара о ведущей организации и оппонентах, ложных оппонентов. В частности, в отзыве ведущей организации отдела циклофизика имеются некоторые замечания. В литературном обзоре мало внимания уделено многочисленным экспериментальным работам, где сделаны феноменологические попытки по предсказанию свойств полимеров и модельным подходам. Второе замечание, что в работе во второй главе описаны методы и только основные этапы моделирования. Было бы уместно представить более детальные сведения об алгоритмах метода. К сожалению, третье замечание. Такие параметры, как полидисперсность и конформационные особенности полимеров, остались вне рамки модельного подхода. Вот такие замечания и это содержание протоколов, имеющих в нашем распоряжении. На автореферат, разосланный диссертантам, поступило 6 отзывов. Вот позвольте, я вам зачитаю. Все отзывы поступившие положительные. Мы не будем останавливаться на основном содержании. Вот отдельное замечание. Это поступил отзыв из университета Небраска, Соединенных Штатов Америки, от кандидата физико-математических наук Маматкулова. Он отмечает положительные достоверность результатов и хороший уровень корреляции, но делает замечание. Дескрипторы для моделирования физико-химических параметров полимерности оптимизированы для изолированных молекул и не рассматриваются, как они будут работать в случае кооперативных взаимодействий. Второе замечание. В основных положениях, выносимых на защиту, желательно уделять больше внимания результатам, относящимся к физическим процессам и явлениям, полученных в ходе исследования, так как идет кандидат физмат наук. В целом замечание не умаляет значимости и общей оценки, положительной оценки работы, и диссертант заслуживает искомой научной степени. Поступил отзыв от сотрудника Междисциплинарного центра по наноматериалам Государственного университета Джексона, Соединенных Штатов Америки, от кандидата наук Турабековой, которым также отвечает несомненное достоинство работы. Это заключающееся в разработке новой методики моделирования структуры свойств. В целом работа проведена на высоком научном уровне. Автор широко использует современные методы компьютерной химии в направлении физики полимеров. Новизна и достоверность не вызывает сомнений. Отзыв поступил из Института проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук от кандидата физмат наук Никитина. Отзыв также положительный, отмечает, что приведенные модели температур циклования полиолигена оксида и температуры плавления олигофенилена могут быть использованы как модели, которые предсказывают указанные характеристики для широкого ряда одной- и двухкомпонентных систем полимер-растворителей. Также отмечает высокий профессиональный уровень подходов к решению поставленных научных задач. Отмечает высокий уровень апробации диссертационной работы и отражение полного объема, убедительное отражение в 14-й публикации, помещенной в списке опубликованных работ автореферата. Поступил отзыв от доктора физико-химических наук, от профессора Батырбекова, Институт химических наук имени Бектурова. Отзыв также положительный. Отмечается теоретическая ценность и научная значимость диссертационной работы, однако он имеет одно замечание. Из автореферата не очень понятно, чем обусловлено меньшее значение дескриптора для построения модели структуры свойства, структуры величина НКТС, получено в ходе собственных расчетов по сравнению с литературными данными. Также отмечается, что это замечание в целом не умаляет значимость работы, и работу оставляет очень хорошее положительное впечатление и по новизне и важности теории, и вклад его в практику соответствует требованиям, предъявленным к кандидатским диссертациям. Поступил отзыв на автореферат из Института биоорганической и нефтехимии Украины. Также отзыв положительный. И он отмечает, что в описанных выше методах автором построены эффективные прогнозирующие модели температур стеклования и температур плавления полимерных систем, коэффициентов распределения октанол-вода. Автор детально проанализировал имеющие подходы к решению поставленной задачи. Оценка положительная и рекомендация к присуждению ученой степени.
Поступил последний вот отзыв, я вам зачитаю, доктор физматематических наук, профессор кафедры оптика и спектроскопии физического факультета Самаркандского государственного университета. Также дает очень положительную оценку диссертационной работе и отмечает, что диссертантом выполнен большой объем работ, поскольку анализ сделан на 8 полимерах 47 низкомолекулярных растворителей, и выполнен он, вот этот весь эксперимент выполнен на высоком научном уровне. Все, да? Спасибо большое. Пожалуйста, Ленар, ответ на поступившие отзывы и замечания в них. Отдел теплофизика, выступивший как ведущая организация на диссертационной работе, а также всем тем, кто написал отзыв и высказал. Что касается тех замечаний, которые получены из отдела теплофизики, я с ними согласен. По первому замечанию в литературном обзоре мало внимания уделено многочисленным попыткам экспериментальным работам, где были сделаны феноменологические попытки по предсказанию свойств полимерных моделей моторов. Я достаточно хорошо описал те теоретические, основные теоретические методы, на основе которых можно рассчитать различные свойства как полимерных, так и для низкомолекулярных соединений. Поэтому я не обращал внимания из-за довольно-таки подробного описания тех теоретических подходов. По поводу второго замечания, в работе вторая глава описаны методы только основные этапы моделирования. Было бы уместно представить более детальные сведения об алгоритмах метода и значимость при изучении определенных свойств полимера. В принципе, нами довольно-таки подробно описан метод, все те этапы, которые проводят для данных расчетов, а также представлены те математические уравнения, на основе которых также проводится расчет. Просто было бы, конечно, уместно нами как бы в конце диссертационной работы представить весь алгоритм, написанный на языке Turbo Pascal. В последующем мы будем переделывать наш весь алгоритм на какой-либо из более современных языков программирования, Delphi или C++, и уже патентовать его. То есть будет как программный пакет. И по третьему, к сожалению, такие параметры, как полидисперсность и конформационные особенности полимеров остались вне рамки модельного подхода. Действительно, не учитываются например, не учитывается конформация полимеров, все макромолекулы. Однако нами все те исследования, которые проводят в мире, основаны на мономерном звене полимеров, так как рассчитывать достаточно большую выборку полимеров, собирать полностью макромолекулы, это нереально, это займет довольно-таки большое машинное время и очень мощно нужны компьютеры. Так как те результаты, которые выполнены по исследованию свойств полимеров в мире, совпадают с экспериментальными значениями по мономерному звену, поэтому и уже решили использовать мономерные звенья данного рода исследований, данного рода исследований. И по замечанию Маткулова также спасибо. Дескрипторы для моделирования физико-химических свойств полимерных систем будут оптимизированы для изолированных молекул. Также описано, как будет работать данный дескриптор в случае кооперативных взаимодействий при изменении внешних факторов, таких как давление и температура. Действительно, давление и температура, такие факторы нами не учитываются. Существуют две большие трудности применения молекулярных дескрипторов для полимерных молекул. Это полидисперсность, и очень большое число атомов. Но в настоящее время для расчетов используют мономерный звено макромолекул, как я уже и говорил, что результат расчетов показывает, что хорошее совпадение экспериментальных данных с экспериментальных данных рассчитанных значений, и можно использовать те дескрипторы, которые уже рассчитываются на основе мономерного звена, но учитывать какие-либо специфику, всю ту специфику не удается на основе данного метода. Все у вас? Все. Все, да? Хорошо, спасибо большое. Так, переходим к обсуждению диссертационной работы, и слово имеет официальный оппонент
доктор физико-математических наук Цураева. Пожалуйста. В настоящее время, как известно, в мировой науке получилось так, что компьютерные эксперименты являются самостоятельным видом исследования наряду с теоретическими исследованиями, так и с экспериментальными исследованиями. И в зависимости от того, насколько используются экспериментальные данные, все эти компьютерные вычисления делятся на неэмпирические, полуэмпирические и эмпирические. Если в качестве первых двух видов расчетов можно привести квантово-химические методы, то наиболее широко используемым популярным видом компьютерных методов, которые относятся к эмпирическим, являются QSPR и QSR методы. Основная задача этих методов – это расчет свойства или активности на основе структуры, которые кодируются как дескрипторы на основе теории графов. И теория графов. Известно вообще для установления таких корреляционных соотношений структуры свойства существует несколько подходов. Это подходы Ван Кревелина, это аддитивные подходы, когда у вас свойства сводятся к сумме этих групповых вкладов, умноженных на количество этих групп. Это в основном работы Ван Кревелина и других, и они попытались описать, моделировать многие свойства как для малых молекул, так и для макромолекул полимеров. Существует также другой подход, это подход Бецерана и других, когда структура скодируется как дескрипторы, которые вычисляются на основе теории графов. Но несмотря, тоже этот подход широко используется как для малых, так и для полимерных, и в работах Бецерана и других широко это использованы для моделирования многих свойств полимеров, в том числе электрических, магнитных, тепловых и объемных различных свойств. Но тем не менее все эти работы не охватывают вот эту всю совокупность структур и всю совокупность свойств для полимерных систем, особенно для двухкомпонентных систем, как полимер-растворитель. Поэтому в этом смысле диссертационная работа Ильнара является актуальной. И эта диссертация, как вы видели, посвящается QSPR моделированию 6 физико-химических свойств полимерных систем, как однокомпонентных, так и для двухкомпонентных систем, на основе оптимальных дескрипторов. И главной новизной вот этой работы является то, что в данной диссертации используются дескрипторы на основе двух локальных инвариантов, а именно на индексах связности и коды на основе кодов ближайшего соседства. И главным отличием от других дескрипторов является то, что у Ильнара диссертационной работы одновременно используется два вида корреляционных весов, а именно корреляционные веса присутствия атомов, которые учитывают гетероатомность данной структуры, а также корреляционные веса индексов связности, которые учитывают различный характер связи, например, кратность и так далее. Кроме этого, использование локального варианта, такого как коды ближайшего соседства, это позволяет учитывать и гетероатомность окружения атома, который находится, допустим, в какой-то вершине этой структуры. Следующая новизна – это вот на основе оптимальных этих дескрипторов и в диссертационной работе предлагается новый метод, новый алгоритм расчета свойств. И третье, на основе предлагаемого подхода алгоритма рассчитывается 6 физико-химических свойств как для однокомпонентных систем, так и для двухкомпонентных систем. И, естественно, достоверность этих полученных результатов не вызывает никаких сомнений, так как в диссертационной работе используется мощный метод теоретической физики и математики, а именно теория графов.
Хотелось отметить, что диссертационная работа состоит из введения 3 глав, выводов из списка цитируемой литературы из 99 ссылок. В первой главе приводится литературный обзор по КСПР моделированию. Дается некоторое определение графов, дескрипторов, топологических единиц. Во второй главе приводится сама методика расчетов КСПР моделирования на основе оптимальных дескрипторов, рассчитываемых с помощью оптимизации корреляционных весов, локальных инвариантов как для однокомпонентных, так и для двухкомпонентных бинарных систем полимеростроителей. И в третьей главе приводятся результаты моделирования 6 полимерных свойств и обсуждаются полученные результаты с точки зрения статистических характеристик. И практическая значимость подобных исследований не вызывает никаких сомнений, так как позволяет подобные исследования и прогнозировать свойства исследуемых структур, также и прогнозировать синтез, то есть определять структуры, если необходимо, если задано определенное какое-то свойство. Особенно это важно для таких областей наук, как физика, химия и особенно полимерное материаловедение. Самостоятельно на достаточно высоком уровне. И в работе приведены научные результаты, позволяющие их квалифицировать как фундаментально-теоретические. Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа базируется на достаточном числе примеров и расчетов. Диссертационная работа Нургалиева Ильнара Накиповича по актуальности, объему, публикациям и научной новизне отвечает требованию ВАК Республики Узбекистан кандидатским диссертациям, а ее автор Нургалиев Ильнар заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности физика полимеров. Спасибо большое. Пожалуйста, Ильнар, вам слово для ответа на замечание официального оппонента. Ну и я согласен со всеми замечаниями, которые были сделаны по данной работе. По первому замечанию, в обзорной части диссертации не дается информация о существующих классификациях свойств, подвергаемых КСПР-моделированию. Но такой информации нет, поскольку мы описывали сам метод моделирования. В основном исследования, проводимые в данном направлении, проводятся для поиска лекарственных соединений, так называемое количество соотношения структуры активности. Ну, в принципе, моделировать можно все свойства, однако модель проверяется по соответствию рассчитанных и экспериментальных величин. Поэтому в работе нет информации о классификации свойств, подвергаемых КСПР-моделированию. В работах, проводимых в мире, изучаются различные свойства, как химические, так и физические. Мы всю работу строили в оценке, в разработке и оценке данных разработанных дескрипторов. Поэтому нам было достаточно важным было именно использование дескрипторов, именно в апробации данных дескрипторов, в расчете свойств. Что касается второго недостатка, в диссертации мало обсуждается физика рассматриваемых свойств. Известно, что для полимеров, кроме структуры, повторяющихся звена, многие другие факторы влияют. Например, на молекулярная масса, полидисперсность, конформация белка, жесткость цепи, степень кристалличности. Да, действительно, на различные физико-химические свойства влияет не только строение, но также, например, для температуры стеклования влияет, потом влияет полярность, например, о том, какой полимер, гибкий или жесткоцепный. К сожалению, данный метод не учитывает данную специфику строения полимеров, и он рассчитывается исходя из мономерных звеньев полимера, так как ту специфику очень сложно описать, это нужны специальные квантово-химические методы и программные пакеты. Ну и по третьему, в диссертационной работе мало обсуждаются возможные физико-химические причины того, что предлагаемый бинарный дескриптор описывает нижнюю критическую температуру смешения, характеристическую вязкость выбранных систем. Ну, исходя из этого, очевидно, что конкретно для нижней критической температуры смешения и характеристической вязкости данный дескриптор показал себя не очень удовлетворительно. Однако наши дескрипторы не учитывают те взаимодействия, которые могут возникать, например, в растворе. Но преимущество разработанного метода в том, что он не требует мощных вычислительных машин, а также большого времени расчета. Все те модели мы характеризуем в соответствии с экспериментальными данными. То есть модель на этом проверяется. Все, вы удовлетворены? Спасибо. Садитесь, пожалуйста.
хотела просто дать небольшой комментарий относительно этого отзыва. Официальный оппонент Олег Сидоренко, доцент кафедры высокомолекулярных соединений Воронежского государственного университета, обратился к председателю специализированного совета академику Рашидову с просьбой в связи с тем, что он по обстоятельствам определенным отсутствует на защите, зачитать его отзыв и считать его официальным отзывом и включить его в аттестационное дело. Мы обратились с разрешением в Высшую аттестационную комиссию. При Кабинете министров нашей республики получили положительное разрешение. Вот в связи с вашим решением, позвольте я зачитаю тогда замечания, поступившие от официального оппонента. Значит, кроме трех, он пишет так: кроме трех перечисленных основных теоретических методов количественной оценки свойств полимера, упомянутых в литобзоре, в настоящее время интенсивно развивается метод самосогласованного поля и функционала плотности, которые используются для описания полимерных систем на мезоскопическом уровне. Эти методы в литературном обзоре не упоминаются. Физические и физико-химические свойства полимерных объектов, выбранные для КСП-моделирования, представляются логически не связанными и неравнозначными по важности. Из контекста изложений не всегда ясно, с помощью каких программ проводится конкретно КСП-моделирование. Четвертое замечание. К сожалению, в работе отсутствует сравнительный анализ, используемый автором программы для КСП-моделирования, реализованной в системе программы Turbo Pascal, с другими программами по КСП-моделированию, реализованными в известных пакетах. Известно, что многие характеристики полимеров, такие как, например, температура кристаллизации или температура стеклования, зависят не только от структуры полимера, но и от характера, размеров и количества формирующихся в процессе кристаллизации надмолекулярных образований. К сожалению, в работе не приводится объяснение, каким образом в кодировании дескрипторе только структура мономерного звена приводит к учету и надмолекулярных образований. Вместе с тем, перечисленные замечания ни в какой степени не снижают знаменательности и общего благоприятного впечатления от работы. Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации. В целом работа отличается большим объемом исследований, выполненных на высоком научном уровне, принципиальной новизной результата и перспективностью дальнейшего развития. Большинство результатов работы получены впервые. Работа хорошо опробирована в конкуренции различного ранга и опубликована 14 работ. По объему, по актуальности научных знамений и практически значимости является законченной квалифицированной работой. Поэтому НСКО рекомендует данную диссертацию на изыскание ученой степени кандидата физико-математических наук Нургалиева Ильнара Никитовича. Подписан официальный оппонент, доцент кафедры высокомолекулярных соединений, кандидат физико-математических наук Олег Сидоренко. Спасибо большое. Ильнар, пожалуйста, вам слово для ответа на замечание официального оппонента. Я благодарю Олега Евгеньевича за то, что он согласился быть своим оппонентом, так как все-таки он находится сейчас в России и все-таки отозвался и сделал довольно-таки подробный и хороший отзыв на мою работу. Ну, я также согласен со всеми недостатками, которые он упомянул в данной работе. По первому, кроме трех перечисленных основных теоретических методов количественной оценки свойств полимеров, упомянутых в литературе, в настоящее время интенсивно развиваются методы самосогласованного поля и функциональной плотности, которые используются для описания полимерных систем на мезоскопическом уровне. Эти методы в обзоре не упоминаются. Да, эти методы не упоминаются, мы для обзора выбрали те основные методы, те три основных метода, на основе которых рассчитываются эти технические свойства полимеров. Но нами в основном учитывали всю информацию по именно КСП-моделированию данной работы. Что касается второго замечания физических свойств полимерных объектов, выбранные для КСП-моделирования, представляют логически связанные неравнозначными по связанности. Все расчеты мы проводили по исследованию возможности применения оптимальных дескрипторов полимерных молекулярных соединений объектов компонентов полимерной системы. То есть мы в основном основывались именно дескриптором апробации. Из контекста изложения не всегда ясно, с помощью каких программ проводится конкретное КСП-моделирование.
как я уже говорил, что алгоритм расчетов написан на языке Тури Паскаль, разработан в Институте физики полимеров Торфом Андреем Андреевичем. Затем мы приводим все уравнения, основные этапы моделирования, то есть подробно описываем. Однако, как я уже упоминал, в дальнейшем мы весь алгоритм переведем на более современный язык, это Тури Паскаль или Delphi, и уже будем патентовать данную программу как пакет программ для моделирования физико-химических свойств полимерной системы. Что касается еще одного замечания, известно, что многие характеристики полимера, например, как температура кристаллизации или температура стекла, зависит не только от фактуры полимера, но от характера и размеров и количества формирующихся в процессе кристаллизации молекулярных образований. К сожалению, в данной работе не приводится объяснение, каким образом кодирование дескрипторы только структуры мономеров приводит к учету именно молекулярных образований. По поводу ограничения данного метода я уже говорил, а в целом для проведения расчетов нужно выбирать те свойства, которые зависят от мономерного звена полимера. Оптимальные дескрипторы рассчитываются исходя из топологии молекулярного графа структуры соединений, учесть конформационные характеристики различных взаимодействий между функциональными группами, например, как водородной связи, а также молекулярной структуры, которые могут образовываться в системах, невозможно, что является недостатком данного метода установления взаимосвязи структуры свойств. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, кто хотел бы выступить в дискуссии? Пожалуйста. Да, пожалуйста, профессор Акбаров. Мархаматом, да. Я прослушал там. Согласны, если у нас такая неформальная? Мархамат. Я хотел сказать про Игнара. Будучи студентом химического факультета, он со второго курса начал заниматься этой проблемой под руководством Корпова. Он со второго курса перешел на наш кафедру физической химии и одновременно работал в Институте химии и физики полимеров. После учебы он бежал сюда каждый день до вечера, работал. Он так полюбил свои дескрипторы, что без них уже он не может. Уже в течение более 10 лет, если считать со второго курса, 3 года бакалавриатуры, 2 года магистратуры, и вот аспирантура и дальше. Где-то, получается, более 10 лет занимается вот этими дескрипторами проблемой компьютерного моделирования физических свойств полимеров. И я считаю, он достиг больших успехов. Одно то, что вот научное измерение написано, что научное измерение состоит в разработке новой методики проведения изысканий по проблеме структуры свойства, позволяет проводить этот поиск не только для индивидуальных веществ, но и для смесей полимер-растворителей. Вот это одно предложение обо всем говорит, что им сделано. Я еще хотел сказать, что вот рециденты, оппоненты отмечали, что существуют методы Ван Кревлина, Аскарского, Ветерана. В одно время я тоже увлекся расчетной физической свойств полимеров методами Ван Кревлина, Аскарского, термодинамической гибкоцеллюлозы, ее производных. И в то время, будучи студентом, он начал вот эти физические свойства целлюлозы и производных рассчитывать на основе дескрипторов. И вот эти работы почему-то не вошли в диссертационную работу, хотя по ним опубликован более 10 публикаций. Вот сейчас говорят 17, да, публикаций. До этого 14, да? До этого более 10 публикаций у него были. Поэтому огромная работа им сделана, и я считаю, он уже давно самостоятельный исследователь, и может ему присуждать все степени кандидатских. Спасибо большое. Пожалуйста, кто еще хотел бы выступить? Пожалуйста, Валентин Олегович. Для экспериментаторов всегда было очень заманчиво
получить сведения, предполагаемые сведения о свойствах нового вещества, исходя из данных о его химическом строении. Действительно, можно, конечно, синтезировать соединение и получить это свойство. Это требует достаточно больших ресурсов, трудовых, материальных и так далее. Ну, допустим, есть необходимость синтезировать какое-то соединение, которое будет обладать, которое должно обладать определенными свойствами. И имеющиеся в наличии ресурсы позволяют синтезировать ряд соединений, ряд структур. Да. Так вот, в этом смысле QSPR-моделирование может оказать незаменимые услуги. То есть можно на основании известных данных рассчитать это свойство для тех предполагаемых структур, которые можно синтезировать и уже точно сказать, да, вот это стоит синтезировать и попробовать, а вот это синтезировать нет смысла. Одно уже вот это экономит ресурсы и оказывает достаточно, представляет большой интерес для практических целей. И очень приятно, что именно у нас в нашем институте имеется такой мощный метод в лице Нургалиева Ильнара, который позволяет предсказывать свойства макромолекулярных систем. Да, этот метод, как уже здесь отмечалось неоднократно, имеет свои ограничения. Ограничения, связанные с тем, что в основном он определяет влияние свойства, определяемой химической структурой полимера. Или полимера и второго какого-то соединения, но химической структуры. И поэтому вот те замечания, которые здесь были сказаны относительно полидисперсности, окружения, каких-то дополнительных взаимодействий, они, естественно, этой моделью не учитываются. Но, тем не менее, каждый метод, конечно, имеет свои ограничения. Вот. А имеющийся в наличии метод, вот то, что разработанные Ильнаром дескрипторы, это действительно разработанные им самим дескрипторы под руководством Андрея Торопова, это, которые определяются, первое, типом атомов и окружением атомов, позволяют в хорошей степени моделировать те физические свойства, которые он показал, и которым продемонстрировал преимущество своих дескрипторов по сравнению с уже имеющимися. Вот. Я считаю, что диссертация вполне состоявшийся, Ильнар состоявшийся уже ученый, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук, а сама диссертация отвечает всем требованиям БАКа. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, кто еще хотел бы выступить? Пожалуйста, Нина Рустамович. История такая, что вот работы по количественной корреляции структуры свойства у нас в институте начались чуть ли не со дня рождения отдела на США, или чуть там попозже, год-два. Значит, и вот с тех пор все время идет дискуссия. И поэтому у меня сейчас две мысли. Первое, это связано с оценкой диссертационной работы. И я заранее скажу, что она положительная. А вторая дискуссионная. Вот я хотел бы обратить на второе. Значит, все характеристики, свойства, о которых говорил Ильнар, имеют под собой совершенно различающуюся физику просто. Ну, давайте начнем с характеристической вязкости. Это процесс течения, который описывается для низкомолекулярной жидкости законом Ньютона, а значит, для полимерных уже высокомолекулярных соединений есть аномалии, так называемой вязкости, которые связаны с рядом конформационных специфических взаимодействий в растворе полимера. Что касается, например, температуры стеклования и температуры плавления, это связано с молекулярной подвижностью, тоже осложненной конформацией цепей. И опять-таки напрашивается сюда взаимодействие, которое присутствует в макромолекулах, то есть от химической природы мономерного звена. И последнее, значит, вот по поводу нижних и верхних критических температур смешения. Этот параметр очень важен, и в принципе он определяет картину фазового разделения, то есть которая определяется опять-таки наличием каких-то специфических взаимодействий и
изменением равновесия трех существующих взаимодействий систем. Это полимер-полимер, полимер-растворитель и растворитель-растворитель. Вот когда взаимодействие полимер-полимер начинает превосходить над двумя предыдущими, то мы наблюдаем обычное явление выпадения в осадок. Да? То есть сам процесс фазового разделения достаточно сложный процесс, и вот мы никак, я себе не могу представить, хотя Егора подробно рассказала и более, мне кажется, доступно относительно критерий выборов дескрипторов, то есть разработки. То есть, по-видимому, вот этот аспект является таким стимулирующим дальнейшие исследования вот в этой области, для того, чтобы вот при разработке методик организации дескрипторов ввести вот в эти так называемые постоянные, которые вы говорите, C1, C2 и так далее, вот когда для нижней критической температуры, умудриться, то есть попытаться ввести, ну, по крайней мере, хотя бы элементарные физические процессы, которые определяют ту или иную характеристику этого полимерного материала, либо раствора полимера. Это вот, то есть вот это сомнение у меня до сих пор осталось, и мне кажется, есть определенные заделы, и сам Ильнар уже практически готов к этому развивать практически работу в дальнейшем нашего института. Вот что касается первого положительного акцента, я говорил, Валентин уже об этом сказал, но я хочу сказать, что каждый различный параметр, о котором мы говорим, физические свойства. Вы знаете, это адская работа и требует не только соответствующего оборудования, но и знаний в этой области. Это одно. И второе, то, что я вернусь к процессу фазового разделения, наш институт, как вы знаете, очень приятный парень, скромный, у него хорошие знания. Это вот не первый, он не первый, но я свидетель уже такого третьего перерождения химика-физика, очень удачное. Наоборот, я пока таких примеров не видел, но мне кажется, что пример хороший. И совершенно я надеюсь, что у Ильнара появятся коллеги, и они сделают еще много полезного для республики. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, есть? Уважаемые коллеги, мы сегодня заслушали очень интересную работу Ильнара. Работа носит в большей степени фундаментальный характер. Я бы хотел остановиться в связи результатов фундаментальной работы с прикладным аспектом. И хотел привести один пример, единственный пример, последние несколько месяцев, которые мы осуществили вместе с Ильнаром. Наша лаборатория занимается разработкой новых противотуберкулезных полимерных препаратов, и по законам органической химии нами было написано 6 возможных структур данного препарата. И при помощи Ильнара, Ильнар компьютерным моделированием построил эти структуры и расчетным путем по энергии высказал возможность существования только 2 структур. Вот дальше мы пошли уже экспериментально методом ЕК, УФ спектроскопии, рентгеноструктурного анализа и АМР-спектроскопии. Нами уже было доказано действительно наличие 2 структур. То есть вот результаты работ, выполненных Ильнаром, уже пошли свое отражение в прикладных исследованиях, что сокращает затраты на принудительные, длительные экспериментальные исследования. Поэтому я буду голосовать за и призываю членов Совета голосовать за присуждение исковой степени. Спасибо большое. Новое заседание. Есть предложение попросить Нигмат Рустамовича, попросить Умарака Абдурахманова и Карима Эргашевича. Как вы посмотрите, профессор Ашуров, профессор Абдурахманов, профессор Эргашев. Как вы за это
Прошу проголосовать. Все единогласно? Пожалуйста, приступайте к работе. 2-3 минуты перерыв. Да? Границы между физикой На этом совете она Вы работали физической и тем более. А сейчас есть химическая физика, тем более. Сейчас уже есть биофизическая, биохимическая. Да. Так что в этом плане, к счастью, ребята рассказывали, что они не остывают. Профессору Игашеву, пожалуйста. Asoslangan kengash saylangan hisob-kitob komissiyasi majlisining bayonnomasi. Saylangan komissiya tarkibi Ergashev, Abdurahmonov va Shurov. Komissiya Nurgaliyev Ilnar Nakipovichning fizika matematika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin ovozlarni sanash uchun saylangan. Kengash tarkibi 16 kishidan iborat. Kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda kishilar kiritilmagan. Majlisda kengash a'zolaridan 13 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 5 nafar fan doktori qatnashdi. 13 ta byulleten tarqatildi, 3 ta byulleten tarqatilmay qoldi. Ichida 13 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari: Nurgaliyev Ilnar Nakipovichga fizika matematika fanlari nomzodi ilmiy darajasini berish haqidagi iltimosnomani yoqlab ovoz berildi. Shundan tarafdorlar 13 ta, qarshilar yo'q, yaroqsiz topilgan byulletenlar yo'q. Спасибо большое. Кто за то, что утвердить протокол счетной комиссии? Все единогласно. Спасибо большое. Нам нужно принять заключение и квалификационные признаки. Пожалуйста, у кого какие пожелания по заключению? Можно мне? Да, пожалуйста, принять за основу. Кто за это, прошу проголосовать. Пожелания, пожалуйста. Следующие. Вот в первом пункте наиболее существенные, которые были выполнены лично соискателем, здесь есть некоторые доработки, которые нужно учесть. Это, во-первых, автором на основе, здесь вот пишется использование, лучше сильнее этот пункт усилить и написать разработанным оптимальных скалярных дескрипторов написать. Что в результате этой скалярных дескрипторов? И что произошло в результате использования этой разработки? Достигнута высокая корреляция с экспериментом. Вот это вот нужно, видимо, вот как усиливающий момент в работе, в заключении отметить. Да. И показать еще, что это разработанные дескрипторы, они и пригодны и в олигомерах, пригодны и для различного класса синтетических полимеров. Да, они пригодны для различных классов. Это тоже нужно подчеркнуть, потому что это в докладе прозвучало и во всех последующих дискуссиях. И также вот выражается мнение, что нужно все-таки всегда подчеркивать прогнозирование скалярных физических свойств полимерных и одно-двухкомпонентных систем. Вот есть еще пункт такой-то оценка новизны научных результатов. Здесь также вот немножечко размазывается оценка, и лучше усилить это следующими словами, которые в первом пункте отмечались. Это разработано, не использовано, а разработаны оптимальные скалярные дескрипторы. И показано, что эти разработанные дескрипторы позволяют с высокой корреляцией давать прогнозирование физических свойств этих систем. В четвертом пункте также нужно отметить, что эти методы расчетных физических характеристик полимеров, они могут быть и для экспериментальных данных, и в виде обучающих выборок. Вот такое вот дополнение делается в этом пункте, в четвертом пункте значение полученных результатов, и показано, что компьютерное моделирование в области материаловедения при использовании зависимой структуры свойств. Ну и основная часть какая-то в пятом пункте, где написано в шестом, квалификация, опционная оценка диссертации. Здесь вот нужно будет обязательно, видимо, отметить, что разработан метод дескрипторов и полученные КСПР-модели скалярных характеристик температуры стеклования и температуры смешения, всех других характеристик, которые вы изучали,
для двухкомпонентных и полимерных систем. И также, что может являться, как квалифицироваться, как новые значительные достижения в развитии физики полимеров, достижения не только для развития физики полимеров, но и компьютерного моделирования. Это касается и первой защиты. Да, это в обоих случаях мы отмечаем, потому что доработать вот таким образом проект, он будет лучше звучать, и можно будет его включать. Кто за это, прошу проголосовать. Спасибо большое за пожелания, замечания, которые еще больше придадут уверенности нам при направлении работы в ВАК. Коллеги, теперь давайте по признакам поработаем. Так, 1-1, 2, 2-2 или 2-1? 2-1. Так, 3, 3-2, 4, 4-2, 5, 5-2 и 6-1. Кто за это, прошу проголосовать. Мы сейчас слово предоставим Ильнару Накиповичу сказать свои слова, завершающие. На сегодняшний день, который выполнен в Институте физики полимеров, понравилось всем членам комиссии, высоко оценена, отзывы хорошие очень пришли. Хотел бы поблагодарить родных и близких в моей учебе, помогающих в моей учебе. Также хотел бы огромную благодарность выразить моим оппонентам, это Тураева Григория Назаровне, а также Сидоренко Олегу Евгеньевичу, отделу теплофизики как ведущей организации, а также рецензенту с ведущей организации, это Мирзаеву Сирожиддину Заниевичу. Также, конечно, хотелось выразить огромную благодарность за оценку моей диссертационной работы, а также за те теплые слова, которые были высказаны всем членам специализированного совета, а также председателю специализированного совета. Ну и, конечно же, моим руководителям. Это Торопову Андрею Андреевичу, а также научному консультанту, директору Института химии и физики полимеров академику Рашиду Саришатову. Спасибо. Спасибо. Вы здесь очень хорошо. Спасибо. Естественно, получил. Да, естественно. Уважаемые коллеги, мы поздравляем вас искренне от всей души. Ильнар, знаем, что у вас есть огромный потенциал, и мы с нетерпением будем ждать, чтобы вы этот потенциал не растеряв за время отпуска, активно продолжили работать. Мы всегда рядом с вами и всегда готовы вам помочь. Поздравляем вас, ваши папа и мама, от всей души самых-самых больших успехов. Мы рады, наконец-то он защитился. Одно дополнение. Пожалуйста. Желание не в протокол. Да, имею право в протокол включить, да. Просто чтобы все знали. Я думаю, что заказ вообще от нашей академии будет вам продолжить работу докторскую для создания вот такого же моделирования в схеме структура, векторные дескрипторы. Очень хорошо, замечательно. Спасибо большое. Теперь надо жениться. А сейчас на банкете. Сразу на банкете. Неужто свершилось? Ребята, подойдите, поздравляйте. Уже тебе направление дают. Всем поздравляю, ребята. Спасибо большое вам. И мы вас поздравляем от всей души. Ребята, поздравляем вас от души. Вас поздравляем, наставник.
Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо, кстати, вас Что, не нравится? Спасибо.